Уважаемые участники торжественного заседания, слово предоставляется президенту Республики Саха-Якутия Вячеславу Анатольевичу Штурову. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, завтра для всех жителей нашей необъятной республики праздник. Праздник, день, который мы называем День Республики, потому что более 80 лет назад, именно в этот день, 27 апреля, была основана Якутская автономная Советская Социалистическая Республика, исторически первая форма государственности на территории нашей Якутии. По традиции, в преддверии праздника президент республики, актив республики посещает село Хатырык, родину одного из основателей нашей республики, Максима Кировича Амосова. И смысл этого заключается в том, что таким образом мы хотим подчеркнуть и заслуги основателей нашей республики, выдающихся людей, которые много сделали и для Якутии, и для нашей великой родины России. А с другой стороны, таким способом мы хотим подчеркнуть преемственность всей той работы, которая ведется, неразрывную связь времен и поколений. Потому что ничего в истории не возникает из ничего на пустом месте. И мы должны всегда помнить о том, кто вложил большой вклад в развитие нашей республики, на основании чьих идей она длительное время развивалась, и продолжателями чьего дела мы являемся. Я хочу сказать, что продолжая дело укрепления государственности Республики Саха-Якутия, в последние годы развернулась работа по всем направлениям. Это и совершенствование нашего конституционного и текущего законодательства. Я должен сказать, что в этом направлении приняты очень важные шаги. И 29 апреля 2002 года мы приняли нашу Конституцию в новой редакции. Произошло изменение в системе органов государственной власти и управления, что позволило нам в первую очередь усилить законодательный процесс в республике. И я должен сказать, что эффективно работает в последние годы наш парламент. Одной из главных задач конкретного исторического периода времени, настоящего времени, это, конечно, является переход на местное самоуправление. Я всегда говорил и говорю, что на самом деле это не самоцель, на самом деле это способ, при помощи которого мы можем, с одной стороны, учесть интересы населения республики, с другой стороны, привлечь его к решению задач, которые стоят перед республикой, сделать его хозяином своей жизни, всех жителей, всех граждан республики. В этом направлении уже достаточно много сделано, создана законодательная основа, ведется практическая работа по организации местного самоуправления на улусном уровне. Но жизнь не кончается, перед нами стоят новые задачи и проблемы. Мы должны довести самоуправление до отдельных населенных пунктов для того, чтобы обеспечить действительно вовлечение каждого гражданина в процесс управления, в процесс самоуправления. Это сложная задача, которая требует решения очень многих вопросов, организационных, законодательных, если хотите, концептуальных, как должно быть это организовано, как должна быть выстроена вся система государственного управления, как должна быть устроена в конечном итоге наша республика. Недавно состоялась научно-практическая конференция, где обсуждались все эти вопросы. И концепция перехода, развития местного самоуправления, дальнейшая работа по переходу на местное самоуправление теперь вынесена на всеобщее обсуждение всех жителей республики. И это не случайно, потому что одной из задач укрепления государственности, становления нашей республики является более широкая демократизация всей нашей жизни. Вот почему наиболее важные вопросы в жизни республики регулярно вносятся на обсуждение общественности. Мы выслушиваем мнения людей, мы выслушиваем мнения заинтересованных политических сил для того, чтобы учесть все многообразие интересов нашей республики на благо нашей республики. Демократизация общественной жизни предполагает и большую степень вовлеченности политических партий, движений, в становлении, в участии в политическом, государственном, социальном строительстве республики. Вот почему следующий выбор парламента Республики Саха-Якутия состоится с участием политических партий на региональном уровне. Вот почему мы поддерживаем и становление, и укрепление этих партий, видя в этом залог демократизации общества. Конечно же, развитие республики, становление государственности связано не только с вопросами и проблемами государственного строительства, общественного устройства, решением политических вопросов. Конечно же, в первую очередь, это решение вопросов экономического развития Республики Саха-Якутия.
Вы знаете о том, и мы все участники этого процесса, что в 2002 году были разработаны специальные программы социально-экономического развития республики, которые в совокупности составляют наш 5-летний план, и мы выполняем эти программы. Я должен сказать и, пользуясь случаем, благодарить вас и в вашем лице все трудовые коллективы за успешное выполнение по итогам прошлого года большинства из этих программ и большинства задач, которые ставили мы сами перед собой. Стабильно и уверенно развивалась промышленность Республики Саха-Якутия, прежде всего ее базовые отрасли. И я хочу отметить и успешную работу наших ведущих компаний, таких как акционерная компания «Алроса», в жизни которой произошло выдающееся событие, потому что введен Нюрбинский горно-обогатительный комбинат. В число лучших предприятий Российской Федерации вошло наше объединение, а теперь уже акционерное общество открытого типа «Якут-Уголь», которое действительно на самом деле является флагманом угольной промышленности Российской Федерации. Успешно работали представители инфраструктурных отраслей, и наша компания «Якутскэнерго», и наши особенно газовики и нефтяники. Они помогли нам в трудную минуту справиться в навигационный период с поставками нефтепродуктов для нужд нашей республики. Они совершили выдающееся событие, осуществив строительство подводного перехода через реку Лена газовой магистрали на правый берег нашей великой реки. Я хотел бы отметить, что стабильно работает с хорошими перспективами на будущее золотодобывающая промышленность, введен Нижанинский горно-обогатительный комбинат. Мы впервые за последние годы превысили уровень добычи золота в 20 тонн. Для нас особенно важно то, что стабильно развивалось сельскохозяйственное производство. Мы вышли на абсолютно первое место на Дальнем Востоке по объему сельскохозяйственной продукции. Есть хорошие результаты в результате выполнения государственной программы социально-экономического развития села, в первую очередь в развитии сельскохозяйственного производства и в решении подтягивания тех проблем, которые скопились на селе. Это газификация населенных пунктов, это обводнение засушенных районов, это создание первых машинно-технологических станций, это развитие сети перерабатывающих производств, это создание закупочной системы в Республике Саха-Якутия. Уверенная работа базовых отраслей экономики народного хозяйства и промышленности, и сельского хозяйства позволила увеличить валовый внутренний продукт Республики Саха-Якутия и на этой базе начать решение первоочередных социальных задач. Эти задачи многообразны, это и повышение доходов населения. И я должен сказать, что в реальном исчислении Республика Саха-Якутия по уровню прироста доходов населения в 2003 году по отношению к 2002 году занимает первое место на Дальнем Востоке, одно из лидирующих в Российской Федерации. Это и решение тех социальных проблем, которые перезрели, которые требуют много усилий и сил, в частности, строительство школьных зданий, развитие сети медицинских учреждений. В этом направлении, конечно же, еще не то, что необходимо нам сделать, мы сделаем, но тем не менее мы ввели 15 школ, мы ввели 4 прекрасных новых больницы и поликлиники. По показателям ввода школ, больниц, поликлиник мы занимаем первое место в Российской Федерации. Мы ввели 260 тысяч квадратных метров жилья и заняли первое место на Дальнем Востоке. Все это, конечно, капля в море, но это свидетельство того, что при нормальной работе всех трудовых коллективов, при нормальном стабильном функционировании нашей экономики мы способны решать те социальные задачи, которые длительное время не могли решить. В прошлом году в республике проведена спартакиада народов Республики Саха-Якутия. Принято решение по проведению фестиваля народного творчества. Это все свидетельство того, что на самом деле экономическое развитие не является самоцелью ни для кого, в том числе для нас, для всех. Это является средством для повышения качества жизни всех жителей нашей республики. Вот благодаря такой активной работе всех в прошлом году республика получила признание на уровне Российской Федерации. Мы признаны лучшим регионом Российской Федерации именно Республики Саха-Якутия, а не мне лично вручен национальный Олимп Российской Федерации. И я думаю, у нас есть хорошие перспективы для продвижения вперед и в будущем. В этом году, на самом деле, нам предстоит решить не менее сложные задачи в экономическом развитии. Мы должны теперь уже увеличить не на 2%, как в прошлом году, а значительно больше валовый внутренний продукт. Мы должны решить такие важные задачи, которые решали на протяжении, может быть, четверти века. Это ввод Вилюйской гидроэлектростанции, это строительство или это передача западного района Якутии в центральную Якутию, это дальнейшее развитие алмазодобывающей промышленности. Наконец-то сбудется мечта многих, и первые поезда из Томмота уйдут в любую точку
нашей Родины, Российской Федерации. Нам предстоит повторить и приумножить, значит, те результаты, которые мы получили в социальной сфере, в области строительства школ, больниц. Конкретные планы правительством разработаны и пути решения их известны. В этом году нам предстоит провести всем вместе детские спортивные игры «Дети Азии». Это будут третьи игры. Проведение этих игр одобрено правительством Российской Федерации. На самом деле это принципиальный вопрос, потому что они проводились дважды, и если мы проведем третий раз, то они попадут в Олимпийский международный календарь. Я думаю, это событие для всех нас. Это направлено на самом деле для наших детей, для будущего, потому что не может развиваться спорт, не может развиваться культура без высших достижений. Людям надо к чему-то стремиться. Я думаю, что это малые Олимпийские игры для детей Азии, и дело чести наше провести их достойно. Уважаемые товарищи, вы видите о том, что дело, начато много лет назад, продолжается. Вы видите о том, что республика имеет конкретные планы и конкретные результаты по и социально-экономическому развитию, по развитию своей государственности. Поэтому мы можем смело и уверенно смотреть в будущее. И сегодня я хотел бы поблагодарить вас и поздравить с этим нашим праздником, с Днем Республики, пожелать счастья, здоровья, уверенности в себе и уверенности в нашей республике. Спасибо.